Как весело и с пользой провести выходные? Ответ прост – организовать поход всей семьей в театр. Театр кукол города Нерюнгри отмечает свой юбилей и открывает 40-й театральный сезон. У нас настрой боевой. У нас очень много планов на этот наш юбилейный сезон. Нам исполняется в следующем году 40 лет. И мы до Нового года готовим уже 2 новых спектакля. Это по юнскому «Светлоликая Туярамако», по эпосу якутскому. И на Новый год мы для наших зрителей порадуем спектаклем по произведению Ершова «Конек-горбунек». После Нового года у нас тоже много спектаклей по Пушкину. «Золотая рыбка» будет спектакль для маленьких зрителей. Ну и дальше, там пока раскрывать не буду. Планы наши тоже ждут интересной работы. Искрометные шутки, курьезные ситуации, яркие характеры. Артисты театра воплощают в жизнь самых разных персонажей, как новых, так и уже полюбившихся зрителям. Очень интересный предполагается театральный сезон. В данный момент мы репетируем пьесу «Выдать Джанет замуж» Сэма Бобрика. Премьеру мы отыграли по весне, но немножко с другим составом. Сейчас будет другой состав, немножечко другая форма. Технически какие-то моменты будут меняться, но это будет тоже очень интересно. И вот буквально в эту субботу ждем нашего зрителя. Говорят, уже все билеты выкуплены, то есть мы готовы. А вообще в течение года, очень много интересных задумок и постановок нас ждет. Вот буквально на днях мы будем репетировать «Аланхо». Ставить будет и наш художественный руководитель Петр Труханович Скрябин. И Новый год «Конек-горбунок». Тоже очень интересная работа, и мы приглашаем всех наших зрителей посетить наш театр и встретить прекрасный праздник вместе с нами. В федеральной программе «Большие гастроли» уже 10 лет. И за это время артисты кукольного театра Нерюнгри показали свои лучшие постановки в Братске, Костроме и на Сахалине. А в этом году труппу Республиканского театра с теплотой встретили жители Ижевска. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы на сцене Ижевского театра кукол. С минуты на минуту начнется спектакль. Актеры готовятся. И сейчас мы узнаем, какой у них настрой. Готовы? Антон, привет! Привет! Ну, скажи нам, волнуешься? Как настрой? Волнуется. Боевой настрой. Боевой. А сколько до спектакля осталось? Скоро же, да? Скоро, да? Да, скоро. Антон! Волшебный пес Дагор из спектакля «Аланхо». Дагорчик, ну, скажи, а как у тебя настрой, а? Боевой, тоже боевой. Хороший пес. Вот он, зрительный зал. Пока он пуст. Но скоро сюда войдут дети, и мы начнем наши гастроли. Пожелайте нам удачи. Мы туда повезли 3 спектакля. Это для взрослого зрителя «Соготох». Это куклы, чистое исполнение, черный кабинет, одна кукла, такой некий моноспектакль. Он был принят на ура. Они такого не ожидали. Они говорят, что как зрители после спектакля подходили, рассказывали, что они ничего подобного у них в театре не видели. В общем, были шокированы, можно сказать. Вот. Второй спектакль это был «Старуха Изергиль». Тоже наша классика, получается. Тоже на ура, там прямо специально вводили школы, потому что это школьная программа. И дети, интересно, очень тихо и внимательно смотрели, хотя и как бы собранные школы. Обычно бывает такое, школа очень такой зритель сложный. Вот. Ну, смотрели на ура и тоже приняли прямо аплодисменты, овации. И третий наш спектакль – это «Играем Аланхо». Это 3+. Я подготовил спектакль, чтобы познакомить зрителей с нашим эпосом. Он там подан в легком виде, не в таком, как обычно мы это воспринимаем, а упрощенном. И в виде игры между зрителями и актерами мы его подавали и рассказывали вообще, что это такое. Тоже, вообще, гастроли прошли на ура. Очень много
положительных отзывов, очень много цветов, довольных зрителей. СМИ про нас тоже писали, мне кажется. У нас в соцсетях можно найти статьи, которые они рассказывали. Одни положительные эмоции. Театр кукол, как и любой другой, это не только актеры и режиссеры. Сейчас здесь работает более 40 человек. Треть из них – это актерский состав и специалисты, которых не видит зритель. Но без их работы не было бы спектакля. Хоть и юбилейный, но прям ничем таким особым пока что не должен выделяться. То есть это все равно работа остается. Мы должны к этому всегда ответственно подходить, вне зависимости. Юбилейный, не юбилейный сезон. Но сейчас планируются интересные постановки. Это новая Аланхо, Туяр-Макуо, насколько, рабочее название во всяком случае. Это по якутскому эпосу. И вот «Конек-горбунок» новогодний для наших зрителей спектакль. Ну и много еще ребята там планируют по немножко запоздалой к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Все-таки у нас планируется тоже постановка. Вот, но пока она еще, наверное, где-то январь-февраль это будет. По музыкальной части у нас все хорошо, то есть, но очень удачно, что к новой постановке Аланхо там вообще пишется авторская музыка. То есть вот наш Петр Труханович нашел композитора, который конкретно будет писать музыку к этому спектаклю. Должно получиться очень хорошо, интересно. У нас, вот как видите, здесь вот, можно сказать, новый цех, новое оборудование. Не все новое, но достаточно. То есть возможности наши выросли. Очень довольны этим. И считается, что если зритель обратил внимание на звук, значит что-то не так. То есть ему где-то было неприятно, некомфортно. Конечно, зритель разный тоже бывает, но вот в основном считается так. Когда спрашиваешь зрителя про музыку, про звук, они все говорят: да все нормально было, все хорошо. Даже не обратили внимания, приняли. Может быть, конечно, уже планочка у них какая-то есть там. Хочется верить, что вот они ждут не хуже всегда, чтобы вот было все хорошо. Но в целом, да, то есть у нас вот и новый спектакль «Выдать Джанет замуж», относительно новый. Мы его на сцене просто нашей еще не показывали. Вот из-за ремонта мы его показывали в ДК, и здесь совсем другой вариант. Тут технически очень много таких нюансов интересных. Придумать образ, разработать элементы сценической бутафории и декораций и воплотить потом все это в жизнь, постепенно внося коррективы в эскиз по мере создания костюма или куклы. Все это кропотливая и чрезвычайно трудоемкая работа бутафорского цеха. Я, скорее всего, возьму на примере, который вот сейчас у нас спектакли делаются. У нас делается спектакль «Туяр-Макуо Аланхо», где художник-постановщик Афанасий у нас. Он создает эскизы, и потом происходит утверждение уже у самого директора, режиссера и другие часть начальства, которые смотрят и утверждают. Если спектакль утвержден, то идет уже работа полностью у нас в цехах. Создаются по эскизам куклы. Вот как раз Анна подшивает куклу. Делаются куклы, и в зависимости от того, как художник сам видит. Если кукла должна быть, например, планшетная, это как вот на примере нашего людоеда кота в сапогах. Это вот планшетная кукла. Можно таким примером делаются, либо примеры делаются как марионетка, где управляются на нитках руки, ноги, все вот в этом плане. И, соответственно, конечно же, есть реквизит, декорации, тоже делается у нас в цеху совместно. Мы все вместе, как говорится, вместе со столяром. Если крупные декорации, то уже нам столяр помогает. Он делает именно основу декораций, на которую идет
В зависимости от того, как художник-постановщик решил сделать эскизы именно по декорациям, так и идет. Ну и, конечно же, вот сейчас на примере, наверное, расскажу этого. Спектакль «Конек-горбунок» будет новогодний спектакль наш. Там художник-постановщик, соответственно, я. И вот как раз по моим эскизам тоже потихоньку мы начинаем делать кукол. Ну, будет ростовая кукла конька-горбунка и будут, соответственно же, декорации по русской народной сказке. Я же вот как раз делаю самого конька-горбунка. Это вот у меня так делается первое. Делается голова. Вот как раз вчера ее доделал, голову. Она будет обклеиваться, обшиваться, но по самому эскизу вот нашего конька. Это вот такой вот образ конька-горбунка выбрал. Да. Ну, вот, примерно вот такой и будет. Новый театральный сезон с нетерпением ждут не только зрители, но и актеры, уже давно привыкшие с удовольствием делиться своим талантом, энергией и настроением. Начну с того, что у нас тот сезон выдался очень таким плодотворным. Мы выпустили много новых спектаклей, и поэтому в отпуск мы уходили уже такие подуставшие. Но по истечению отпуска мы все поняли, что мы очень соскучились по нашей работе, мы соскучились по сцене, по нашему любимому зрителю. И вот мы ярко врываемся в новый сезон. Этот сезон мы открыли очень рано. Обычно мы открываемся в октябре месяце, а тут мы открылись в начале сентября. То есть мы вышли 2 сентября, и 7 у нас уже был первый спектакль. После открытия мы сразу же, почти всей труппой, поехали в Ижевск на большие гастроли. Это был очень интересный опыт, очень яркий опыт. Нас там прекрасно встретили, мы там хорошо провели время и прекрасно показали свои спектакли, познакомились с новым зрителем и получили такой заряд энергии для дальнейшей работы уже в наших стенах нашего театра. И вот мы приехали в город Нерюнгри и начали снова работать. Уже готовимся к Новому году потихоньку, делаются куклы уже к новогоднему спектаклю. Скоро начнем работу к новой постановке «Оонхо». И сейчас работаем над спектаклями, которые будут вот у нас каждые выходные, суббота, воскресенье, когда мы очень рады нашему зрителю. За все годы работы театр кукол многократно становился участником и лауреатом различных фестивалей, является обладателем наград, в том числе и «Золотой маски». Но все-таки главная награда для артистов – это не медали и грамоты, а детский смех и хорошее настроение, которое они дарят каждому своему зрителю.